Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Пожар в Хангаласском Улусе унес жизни 4 человек. Среди погибших маленькие дети. Его запомнила история как снайпера без промаха. Турнир по масс-рестлингу памяти Федора Хлопкова проведут в России. Как заработать реальные деньги в интернете и при этом покинуть душный офис? Ответ на вопрос искали наши коллеги. Пожар в селе Чапаево в Хангаласском Улусе унес жизни 4 человек. По информации Следственного комитета, 2 детей 2017 и 2018 годов рождения во время пожара из квартиры вынес мужчина. Однако спасти их не удалось, они скончались. Также погибла мать детей, женщина 1993 года рождения и жительница соседней квартиры 1991 года рождения. Она скончалась в медицинском учреждении. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники пожарного подразделения. Жильцы дома расселены по родственникам и в пункте временного размещения граждан. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются. На месте работает следователь Следственного комитета и дознаватель МЧС России. Также к месту происшествия выехал начальник управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Главного управления. На ликвидацию пожара задействованы силы и средства Хангаласского пожарно-спасательного гарнизона в составе 6 единиц техники и 28 человек личного состава. В республике идет подготовка к пропуску паводка. В Ленск прибыла межведомственная рабочая группа для проверки готовности сил и средств Ленского звена. Светлана Балеева подробнее о подготовительных работах. Первым делом рабочая группа провела командно-штабные учения, после чего на улице Набережная состоялся осмотр сил и средств, задействованных для выполнения задач по пропуску половодья в Ленском районе. В ходе смотра было проверено знание всех подразделений своих обязанностей. Мероприятие проводится ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Сегодня-завтра проводится на территории Ленского района командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных с паводком и одновременно вызванных с природными пожарами. По итогам командно-штабного учения составляется анализ, там оценивается действие служб, организаций, предприятий, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также рабочая группа провела осмотр гидротехнического сооружения и складов взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва ледяных заторов на реке. Их сегодня в достаточном количестве. Помимо этого, проверена система оповещения. В завершении поездки состоялось совещание, на котором был подведен итог и озвучены предварительные прогнозы прохождения паводка в Ленском районе. В целом, сегодня район готов. Мы еще дальше будем отрабатывать некоторые нюансы, и все будет нормально. Мы готовим в случае, затора проведения подрывных работ. Сегодня боеприпасы готовы. Подрядная организация, которая будет заниматься взрывными работами, они сегодня тоже готовы. По словам заместителя председателя по обеспечению жизнедеятельности населения Иннокентия Андросова, в этом году ситуация в Ленске сложная. Обилие снежных осадков, холодная зима, как никогда, повлияли на осложнение ситуации. В этом году много факторов, которые подсказывают, что будет сложный ледоход. Почему? Потому что территория Ленского района много снегозапасов. Это уже четко сказано. Всю зиму он был красный, выше нормы. Так и стоит. И сейчас. И второй, более немаловажный фактор – это торосообразование на реке. Это может, конечно, в сложных участках реки образовать заторы. Я как тоже давно работаю в этой области и считаю, что заторы будут в этом году, наверное, крепкие. Точные даты вскрытия реки пока не озвучены. Это будет известно после 17 апреля. Уже на следующей неделе в Ленск приедет оперативная группа МЧС и представители правительства. Начнется совместная подготовка к паводку. По словам Иннокентия Андросова, будут приложены все усилия, чтобы не допустить затопления города. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Цветные монеты к юбилею полета Юрия Гагарина в космос выпустили в России. Это 4 памятных изделия. 60 лет первого полета человека в космос номиналом 25 рублей. 2 монеты серебряные, одна из которых с цветным покрытием, и 2 из недрагоценных материалов. На лицевой стороне серебряного изделия рельефно изображен герб России. На оборотной стороне летящая фигура человека с крыльями и звезды на фоне звездного неба и мифологических существ, зодиакальных созвездий
созвездий Тельца, Льва и Стрельца. Все монеты выпущены ограниченным тиражом. В Твери проведут соревнования по масс-рестлингу в честь якутского снайпера Федора Охлопкова. Это третий всероссийский турнир, посвященный памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны. Имя Федора Охлопкова вошло в историю как снайпера без промаха. Участниками соревнований станут именитые спортсмены, чемпионы России и победители международных турниров, а также сборная из Тампонского района Якутии, где родился Федор Матвеевич. Победители получат право участвовать на чемпионате страны по масс-рестлингу в этом году. Тем временем фестиваль ко Всемирному дню здоровья «Будь здоров» фест провели в Якутске. Ключевая цель – формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, рассказывает Алексей Лукьяненко. Данное мероприятие является ежегодным. В этом году на российском уровне оно проводится 5-й раз. На фестивале организованы несколько центральных площадок, за которыми закреплены такие консультационные врачи, как онколог, окулист, нарколог, психолог, терапевт и другие. Мы участвуем вот в этом фестивале «Будь здоров», поскольку наша кафедра является передовой, и нашу кафедру, соответственно, в качестве, то есть в отношении профилактики здорового образа жизни возглавляет профессор Карл Георгиевич Башарин. Вот, и благодаря ему, соответственно, мы проводим постоянно, практически везде, участвуем в подобных акциях, вот, и занимаемся активно профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании. Наш фестиваль вообще проводится в СВУФУ очень много раз, ежегодно. В прошлом году в связи с пандемией, конечно, он выпал, но в рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля мы всегда вот проводим активно совместно с медицинским институтом, совместно с СВУФУ и многими медицинскими организациями, Минздравом. Вот такие вот фестивали, встречи со школьниками, со студентами и так далее. Ну и сегодня у нас в этом году вот в таком формате, в формате фестиваля «Будь здоров» фест проводится наше мероприятие. Посетители фестиваля могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты Б и С, а также были станции, благодаря которым можно сбалансировать свой сон и питание. В целом все то, что отражает все аспекты здорового образа жизни. И даже наглядно посмотреть, как те или иные привычки вредят нашим органам. Например, мы вам показываем, что может случиться в результате алкогольной интоксикации. Это обморожение, самые частые травмы на условиях Крайнего Севера. Также еще у нас легкие курильщика и цирроз печени, либо же алкогольный гепатит. А также еще показываем, что под руководством нашего многоуважаемого профессора Карла Георгиевича Башарина он провел очень много исследований насчет трезвенного образа жизни в Республике Саха-Якутия и подкрепил фотографиями именно людей, которые пострадали вследствие чего? Вследствие употребления наркотических алкогольных веществ. Также в рамках всероссийской акции завтра, 8 апреля, по адресу Орджоникидзе, 10, в актовом зале пройдет открытый урок для школьников «Урок здоровья». Там же в эту пятницу в 17 часов пройдут стратегическая сессия «Хэлитон» и настольные игры на тему здорового образа жизни. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. Заработать в 22 года больше 10 миллионов долларов с помощью ТикТока смог Рахим Абрамов, житель Узбекистана. Парень снимает вайны, это короткие юмористические видео. На самом деле работа в интернете масса, но есть ли такие способы заработка, которые смогут заменить работу в офисе? Ответы искали наши коллеги. По статистике Инстаграма 70% пользователей сначала смотрят истории, а уже потом просматривают ленту. Чтобы не потерять популярность, блогеру приходится постить до 10 сториз в день. Со стороны кажется, что снимаются они за пару секунд, но на деле это многочасовая работа. Это подтверждает Алина Решетняк. Девушка снимает видео каждый день, работает на радио, параллельно рассказывает обо всем, что происходит в течение дня. Ежедневно количество наблюдателей за ее страницей растет. Ей это на руку, а значит и на кошелек. Алина – сторисмейкер, пишет контент-план для пользователей Инстаграма, рассказывает, как снять сторис так, чтобы они приносили доход. Это реклама. Это самая лучшая реклама на данный момент, потому что все люди практически смотрят соцсети, пролистывают их, видят, что там продается. Естественно, если вы что-то, продвигаете какой-то свой продукт, да, или что-то продаете, нужно правильно выстраивать стратегию той самой рекламы, для того, чтобы это все работало и продавалось. Оформлением красивого визуала или оформлением страницы воспользовалась и Мария Суханова. Молодая девушка владеет интернет-магазином. В бизнесе около 3 лет. Наработала клиентскую базу через соцсеть. Сейчас совершенствует способы продаж. Около года назад я открыла для себя новую платформу. Это WhatsApp Business.
Очень удобное приложение, в котором я выкладываю товар, который есть в наличии. Товар идет с фотографией, описанием и ценой. Для клиенток это очень удобно, потому что они могут зайти, добавить товар в корзину и оформить заказ. Сделать деньги можно на рекламе, обзорах вещей и даже на личном блоге. Но на последнем зарабатывают не все. Бывший ленчанин Александр Ягнышев, автор канала «Путь пилота», предпочитает делиться полезной информацией бесплатно. Я это делаю исключительно из благих целей, для того, чтобы люди могли свободно спросить, задать вопросы, как поступать, что им делать, где сдавать медкомиссию. Вот, поэтому в соцсети у меня есть свой отдельный канал, чат, где молодые ребята могут задать все эти вопросы. Вот, поэтому возможность зарабатывать есть, но мне не хочется превращать это в коммерцию. Заработать можно и на видеообзорах. Самыми востребованными остаются темы кулинарии и автомобилей. Среди непопулярных – видеоигры. Зарабатывать играя можно с помощью доната, спонсорской помощи от зрителей. Величина такой зарплаты зависит от количества подписчиков. Ленский обзорщик видеоигр GMD13, например, не жалуется. На YouTube я зарабатываю прилично, мне хватает на свою жизнь, да, так что работа в офисе и YouTube, я бы лучше выбрал YouTube, потому что это свободный график, ты можешь когда угодно делать видео, но тут тоже свои минусы, как говорится. Пополнить кошелек, работая во всемирной паутине, можно по-разному. Главное, не бояться трудностей и постоянно работать над собой. И быть очень внимательным, ведь мошенники не дремлют. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем следить за развитием событий. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.